No Sovjeta verksamheten aneldidir uza пешком нахбулдел. Так, сокет свеша повторить не идут, а уля мячу Эльчан, Ошивасета. Проблема, которая сегодня собрала здесь нас с вами, она известна Верховному Совету СССР, РСФСР, правительству Российской Федерации и Центральному комитету. Эта проблема в том виде, в каком она поднималась на втором и третьем съезде ингушского народа, вот в таком виде доведена до названных органов. У меня вчера утром состоялся разговор с секретарем Центрального комитета партии, товарищем Геренко Андреем Николаевичем. Разговор шел как раз касательно ингушской автономии. Я ему доложил обстановку. Те требования, которые высказываются на встречах, на собраниях, на митингах, на съездах. И у нас с ним есть договоренность послезавтра, 9 марта, в 11 часов дня, о встрече в Центральном комитете партии. Он ждет, и мы с ним встречаемся для обсуждения этой проблемы, для того, чтобы дальше продвинуть этот вопрос. Вчера же состоялся разговор с председателем Совета министров РСФСР, товарищем Власовым Александром Владимировичем, тоже на эту же тему, и с ним тоже мы договорились 10 марта встретиться для обсуждения этих же вопросов. Сегодня утром состоялся третий разговор с членом Политбюро, председателем Президиума Верховного Совета Российской Федерации с товарищем Воротниковым. При этом разговоре присутствовал товарищ Боков, Ашбекар Хакеш, товарищ Керимов Муса Абдрахман, другие наши товарищи. Мы вместе говорили с ним. Но если уж выдать весь секрет, мы высказали буквально может быть, несколько рисковато, но буквально предъявили требования, почему Верховный Совет России затянул рассмотрение этого вопроса. Товарищи вот здесь присутствуют и сейчас слышат этот разговор, и слышали, когда этот разговор я вел по телефону. Буквально мы претензии предъявили, требования рассмотреть, не тянуть этот вопрос. С товарищем Воротниковым тоже договорились мы. Вот в дни работы съезда, это вот где-то с 12 числа начинается работа съезда, тоже встретиться и обсудить этот вопрос. Что просили товарищи вот перечисленные, и товарищ Геренко, Власов, Воротников, передать вам, что эти вопросы будут безотлагательно рассмотрены, и очевидно вот где-то числа 13, 14, ну может быть 15 марта мы сможем вернуться и вас проинформировать о том состоявшемся разговоре и о тех решениях, которые на этих встречах будут приняты. Поэтому у меня была бы просьба, и эту же просьбу просили они передать, просьба от имени Бюро областного комитета партии. Значит, коль мы сегодня встретились, мы можем тут обсудить и эту, и другие проблемы, но митинг этот прекратить, разойтись. Числа 14-15 мы вернемся из Москвы, встретимся и вам доложим, что нам удалось решить и в какой стадии находится этот вопрос. Параллельно с этим у нас состоялся разговор с руководителем соседней братской республики Северной Осетии. Значит, они тоже примут участие вот в встрече, которая будет в Москве. И мы там вместе выработаем
необходимые решения и вам об этом доложим. Дальше. Сегодня, когда мы собирались ехать к вам, мне сказали, что якобы здесь прошел такой слух, что те товарищи, которые сегодня оказались здесь на митинге, но не вышли на работу, на различные предприятия, и у нас здесь, и на предприятиях города Орджоникидзе, якобы их кто-то будет увольнять. Это, товарищи, вымысел, это не имеет никакой почвы под собой. О том, что 9 и в последующие дни в Москве нашими республиканскими руководителями будете решать этот вопрос. Вопрос автономии. Вы не говорите народу, какую позицию вы там будете занимать. Что будете отстаивать? Почему об этом не говорите? Скажите сейчас перед народом. Чего вы будете добиваться? Вопрос товарищу Залгаеву такой. В отношении позиции, как будет обсуждаться вопрос и как будет приниматься решение. Значит, в Центральном комитете, в правительстве, в Верховном Совете есть предложение, внесенное съездом ингушского народа, где сказано в тех документах, которые принимались на съезде и которые находятся там, в Москве, о восстановлении автономии ингушского народа в тех рамках, какой она была до слияния двух автономных областей, чеченской и ингушской. Так внесено. Других предложений мне неизвестно. Значит, вот в такой плоскости этот вопрос и будет рассматриваться. Но мы должны все знать, что вольные рассуждения по вопросам автономии, которые идет сейчас в наших кругах, наших чечено-ингушских кругах, это недопустимо. Одни говорят, что надо подумать и о Хасавюртовском районе, такие предложения тоже есть. Другие говорят еще какие-то варианты. Третьи начинают кромсать границы внутри самой республики. Я имею в виду отдельные высказывания. За этим не стоят какие-то группы людей, но отдельные высказывания есть. Все это мешает, все это вносит разлад. Это может иметь нежелательные последствия. Все вопросы будут решаться в соответствии с нашей Конституцией, уважительного отношения ко всем народам, на основе платформы ЦК КПСС по национальному вопросу, на основе проекта платформ, который обсуждается сегодня общенародно в нашей стране. А наше предложение, оно внесено